Всем привет! Сегодня 12 июля, 11 часов. Из-за плохой погоды немного задержались. Выезд хотели с утра, не получилось. Открываем сезон. И сегодня мы будем в необычной компании. Сегодня с вами не будет Коми Рыбака. Сегодня мы вот в таком составе. Я, вы меня уже знаете, и Полина. Когда-то тоже встречалась с нами в роликах на проверке зимних продольников. Выезжаем вниз по реке Печора. Рыбачить будем с ночевкой, пока прогревается мотор. Решил сделать вступление. Взяли с тюрьмы немного мальков, сколько было, удочки, снасти. В итоге едем не то чтобы за рыбой, а просто провести хорошо время. Но если попадется рыба, будет хорошо. Все. Потихоньку отъезжаем от нашей любимой деревни. Держи, Полина, поснимай. Увидимся при первой поклевке. Ну что, доехали до первого места. Сейчас снабдим мальком крючок удочки у Полины. Так, еще поймать этого малька отсюда. Полина первый раз, да, на летней рыбалке? А, что врешь? Мы же ездили. Все, здесь глубоко. Ставим поплавок повыше. Закидывай. Ну что, будем ждать первую поклевку. Дует северный ветер. Портит всю малину. По течению сплавляться не можем. Прижимает к берегу. Придется постоянно отъезжать. Вот сейчас опять нас прижало. Ой. Возле берега мелко. Чуть-чуть проворонишь, придется толкаться. Ай-яй. Не успели. Ладно, посмотрим, может, куда снесет. Пару раз закинем спиннинг. Нет, Полина, глубина слишком большая выставлена, поднимай. Если поплавок лежит, значит глубина не соответствует тому, сколько надо, значит надо его ниже отпустить. По сути, он должен лежать. Ой, стоять. Так, а мы попробуем вот такую вертушечку. Двоечка. Да? Ну, может, поплавок немного не так настроен, но это уже мелкая глубина, должно пойти.
Очень сильно изменилась погода. Позавчера у нас, если еще стояла жара, 30 с лишним градусов, светило солнышко, то вчера пришел северный ветер, на улице где-то градусов 10 тепла всего лишь. Оделись так, как одеваемся весной и осенью. Так, первый заброс тихо. О, есть поклевка. Окушок. Уже? Есть. Ой, у меня тоже сорвалось что-то. Кидай еще. Вот такой вот окунь. На удочку не должна трава запутываться. Вот такой вот средний окунь. Первая рыба уже есть. Енцикаден. Блин, ветер нас заносит прям в ручей. Сейчас, наверное, придется еще разок закину и выталкиваться отсюда, потому что иначе нас туда занесет, мы с оттуда потом замучимся выкарабкиваться. Ну давай, третий заброс, вторая поклевка. Нет, удара не произошло. Ну дальше там все равно не зайдем, вода мелкая, мы не должны там упереться в косу. Клевал? Тишина, тишина, тишина. Чего? Почему он не вытягивается? А потому что ты берега касаешься. А, Кидай в другую сторону от лодки. Там еще глубоко. Так, все ладненько. До следующих поклевок. Только еще один окунь. Сплавились где-то уже, не знаю, может быть, метров 300. О, и мы его не поймали. Мы его забагрили за подбородок. Все, полезай в садочек. Полины пока малявку брать не хотит. Еще из-за ветра не можем быть близко к берегу. Тоже на середине реки на удочку рыбачить может быть занятие не из простых, но мы не отчаиваемся, да, Полин? ну как сказать? Или не отчаиваюсь только я? Ты уже расстроилась. Нет. Да, погодка, конечно, желает быть лучшей. На реке стоит волна. К берегу ее хотя бы поменьше. Зато нет комаров. И не жарко. Да, Полин? Ладненько. Когда начнется клев, тогда и наловим. Сколько с тобой? 50 литров поймаем? У нас нет ветер. А мы в карманы это распихаем. 30 литров. 30 литров. Соленый. А? Засоленный. Ой, Ну, уже почищенной, засоленной рыбы 30 литров, да? сразу? Вот пока 30 литров не поймаем, домой не поедем. Соленый чищенный? Да. Согласен? Все. Нет. Так Домой-то поедем. так на работу и передадим. Мы не приехали, потому что ловили 30 килограмм рыбы, да? Соленый. 30 литров. Соленый. Соленый. Почищенный. Ладненько, выключаемся. Попалась щука. О, а, не, небольшая. Ну, оп, все равно. Есть! Первая щука у нас. Вот такая щучка. Сейчас водку ее. Так ее некуда деть у нас. У нас, друзья, порвался садок. Сейчас меняли место. Переезжайте, я поднимаю садок.
Поймали штук 6 окуней, наверное, а там 3 плавает. Думаю, как так? Дал Полине, Полина внимательно смотрела, в одном месте дырка. Вот, так что рыбу пока будем хранить вот там вот. Так, тихо, тихо, тихо. Хорошая, Енцкаден. Все, тихо, тихо, тихо. Ну все, перестань. Так. Тихо. Вот такая, друзья, Енцкаден. Ну, небольшая. Сколько тут? Грамм 500. Может быть 700. Ну, килограмма нету. Енцкаден. Все, отцепляем. Рыбачим дальше. Друзья, у нас поклевки. У тебя окунь, хороший окунь. Поднимай, поднимай водку, водку, водку. У меня тоже хороший кушок. Опа, и все, второй прыгал. Есть 2 окушка, Енцкаден. Так, сейчас снимем себе. Дядя, не кусайся, не кусайся. Не кусается? Не кусается, а у окуня этот плавник очень колется. Так, себе сняли. Тебе, Полин, ты так высоко не поднимай. Тебе надо учиться самой сниматься. Вон какой горбач у тебя, смотри. Видите, друзья, Енцкаден. Енцкаден. За нижнюю губу. Потихоньку наполним. Сменили место. Только сюда подъехали. Блин. Кстати, ветер, походу, поменялся. Волна пропала. Сейчас пока ехали, еще дул северяк. Ехали по волне. А сейчас нас почему-то оттаскивает от берега. Сейчас, подожди, не кидай, подъедем немного. Походу, либо какое-то затишье, и нас вытягивает течением на середину реки, либо все-таки поменялся ветер. Если поменялся, это будет хорошо. Это значит, если будет теплее, придет солнышко. Но у солнышка тоже есть свой минус. Вместе с солнышком могут прийти и комары с морской водами. Ладно, что будет, то будет. Не включай этот камеру. Поймали штук 5-6 окушков. Чисто под лодкой. Я хотя бы еще кидаю спиннинг. Полина говорит, зачем, говорит, париться, говорит, когда можно вот так вот. Ну-ка давай повторишь на камеру. Не знаю, ну вряд ли. Вводит под лодкой вверх-вниз. Вертикальной ловлей. Поймал его, наверное, штучки 4 окуня. Блин, ну мы уплыли немного, наверное, с того места. О, видите, видите, просто вертикальной ловлей. Стоит какая-то ядовитая резинка, да, желтая или ядовитая? Ядовитая. Это, ну что, лимонный цвет какой-то. Да, ядовитая резинка с блесками. С виброхвостиком. И вот она так вот под лодкой вылавливает. Отпусти, наверное, чуть леску, тебе неудобно же снимать. Зачем? Мне очень удобно. Нет, ты подняла, а не отпустила. А, да, точно. Все тут говорила, вот тебе клюет, мне не клюет. Ну-ка, давай. Это получается 5-я была, давай 6-й. Ты больше води вверх-вниз. Ты мало водишь. Ну и не так быстро, медленнее можно. Хватит. Все. Счастье мое покинуло. Всех вывело из-под лодки. Теперь можно и покидать. А мы далеко от берега отплыли. Вон, травка стала далеко, вот тебе, наверное, и перестала. Сейчас подъедем, будешь повторять. Пока покидаю. Не кидай, сейчас я подъеду. Решили перекусить немножко. Сосиски, сыр, сок, хлеб. Такой небольшой перекус. Остановились на бережку. Песок, камушки. Думали пообедать полноценно. Брали с дома макароны с мясом. В итоге обнаружили то, что оставили дома и котелок, и чайник, и сковородку. Не знаю, как будем ужинать. Может быть, еще тут недалеко деревня есть.
Там живет друг. Попробую ему дозвониться. Связь ловит плохо, но у меня-то связь есть. А у него только на улице. Если он заходит домой, не ловит. Я вот ему сделал сейчас дозвон. Увидит то, что я ему звонил, перезвонит. Попрошу его перевести какой-нибудь чайник или не чайник. Что-нибудь придумаем. Нет, так придется сегодня вечером ехать домой. Так, перед обедом решил посчитать, сколько мы поймали. Давайте. Так, посмотрим по окушкам. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот какой хорошенький. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Оп. Так, залезли за палку туда. Так, 17. Короче, там еще 2, 18, 19, 19 окушков. Получается у нас до обеда 19 окуней и вот такая вот щука. Вот такая красавица. Все. Пока... О, ее ложишь в ведро, даже ведро наполняется. На улице хоть и прохладно, но все равно рыбу за 2 дня, если все-таки останемся на ночь, успеет скиснуть. Поэтому пока живая, стараемся не убивать, чтобы уже до вечера хотя бы порыбачить, почистить и засолить на ночь только. А так, ну, щука походу уже все. Потихоньку он еще дышит, но немного ей осталось. Ладненько. Обедаем и продолжаем. А как будут поклевки, мы вам покажем. Ну что, время 16:00. Пообедали, где-то закончили в 3. После того, как пообедали, решили, а что уже ждать, тушить рыбу. Все-таки хоть и солнышка нету, но по ощущениям, как будто бы днем все-таки немного потеплело. Градусов 10, 13-15 точно есть. Посолили рыбку, получилось пол ведра. Одна большая щука и... Сколько? 19, да, окуней было? 19 окуней. Пока чистили рыбу на ручье, пару раз прыгнул хариус. Полина пытается на блесну его поймать. Вот, пока как-то так. Закрываем крышкой рыбу и будем потихоньку. Ветер сплавляться опять не даст. Опять северный ветер небольшой, но дует. И, наверное, будет либо лодка стоять на месте, либо даже подниматься против течения. Ладно, поедем рыбачить. Вот и приехало наше спасение. Не оставили нас голодными. Приехал Димка. Всем привет. Привез нам котелок. Так что сегодня ночуем на реке. Избушечку, которую я планировал, заняли. Скорее всего, будем ночевать в палатке. На всякий случай с собой палатку брал. Поэтому вечером будет видно. Как знал. Все. До первой поклевки. Что, после обеда начали ловить. Поймали уже штук 5-6 окушков. Ох ты ж, блин. И мой окушок ушел. Это был мой первый. Тех штук 5. Вон там плавают. Поймали Димка с Полиной. К нам еще прибавился Димка. Тоже решил остаться порыбачить. Вот так сцепили лодки. Сидим рыбачим. Димка поставил верховую лягуху. Прыгала щука на нее, но там всего 2 крючка на спине, не взяла. Вон там. И больше не хочет. Если видно на камеру, он как плывет лягуха верховая у Димки. Вот такая вот лягушка. Не знаю, куда камера направлена. Правильно? Не, Димка? Я не вижу. По-моему, да. Вроде да. Дай в руку. Но потом выделите отдельно. Нет, стой, дай в руку.
Вот такая вот лягуха. Вот видите, всего 2 крючка и не взяла. Щука взяла, но не зацепилась за эти крючки. Ну, хорошенькая была, прыгала хорошо. Вот, ну ладно, будет что-нибудь интересное, покажем. Нормально. Вот, и Димка щуку поймал. Сколько такая? Ну-ка, Ну, давай килограмма вытаскивай. 2, наверное. Сейчас еще не хватало, чтобы запутаться. Ну, нет, где-то килограмм, не больше. Ну, такая же, вот у меня где-то первая, которая моя была, где-то килограмм максимум. Грамм 700, мне кажется, вот в основной вес такой вот. Не, ну это 1,5 точно нет. Да не, куда, полторашка, она худенькая. Я Вот. потом... А почему я говорю первая? Оп, поймал руку. Потому что я поймал вторую щуку, но что-то камеру не включил. Ну, такая тоже, грамм 500, я думаю, будет. Вот такая вот у меня вторая щучка. Красавица, Енцикаден. Ну, больше полкило. Вот, и там сколько? Ну, штук 10-15 окушков еще должно плавать. Ну, все, осталось еще поймать сегодня по линии щуку. И будет у каждого по щуке, но у меня уже 2. Как-то так, потихоньку рыбачим. А, да, сука. А, нет. Сошла? Или берет, или что? Ну, на след не идет. Ладно, но она маленькая, полкило. Поэтому и не взяла. Была поклевка и обидный сход. В течение 2 часов, наверное, мы уже поклевок не видали. Как было, 2 щуки и там, не помню сколько говорил уже. Ну, не знаю. Я говорю 30 окуней. Димка с Полиной говорят, и 20 нету. Ну, в итоге 2 часов мы уже поклевок не видали. Тишина вообще мертвая. Была бы щука больше, она бы взяла, а так маленький, видимо, не поместилась на жир. У Полины зацеп, а у нас надежда на вечерний клев. Хотя я говорю вечерний клев, а как говорит нам Полина, то что вообще-то вечер уже длится час. Ну, что поймаем наше, что не поймаем, не поймаем. Сейчас, секунду, подожди. Или сама? Да, утро начиналось так весело. И что-то пока мы чистили рыбу, солили рыбу, куда-то это веселье все пропало. Ладненько. Что поймаем, то покажем. Поклевка? Ага, щас. Нет, не щука. Ну, хорошенький окунь. Спустя 2,5 часа-то дождаться хотя бы какого-то окушка. Ну как какого-то, он сколько, сантиметров 25-30-то есть. Горбачик такой. Вот такой красавец. Спустя 2,5 часа. Из 2,5 часов Димка второй раз по 20 минут распутывает свою мононить. Ну, бывает. Ну вот, еще один окушок нашему улову. Енцикаден. Вечерний клев так и не начинается. Время у нас уже, сейчас скажу, 19:25. Ну, ты пропустил. Ну да. Скоро, наверное, придется собираться потихоньку, потому что еще чистить рыбу, а по темну под фонариком это делать не совсем хочется. Поклевки вечером что-то так и не начинаются. Кидаем в 3 спиннинга, изредка в 2. Все, тишина и тишина. Хотя пройдено немалое расстояние, ветер полностью стих, течением несет потихоньку, прям вот красота, рыбачь не хочу, но рыбы нет. Пробовал и удочку доставать, и снасти меняли, и резину, и блесна совмещенные с резиной, и крупногабаритные, и мелкие блесенки. Ничего не помогает. Тишина есть тишина. Не знаю, может быть еще максимум, может, полчасика. И придется, наверное,
искать место для ночлега. Будет видно. Я наконец-то. Первая щука в жизни. Довольно? Маленькая, правда. Не маленькая, хорошая. Грамм 400-500 есть. Ать, не кусайся. Дальше больше. Все, можно домой ехать. Я довольна. Вот килограмм 5 поймаешь, поедем. Нет, это ты вообще такая. Держи. Как там папа говорит? Фотография. Какая фотография может быть? Не, так уронишь. Ром, я- За жабры бери. Ну как? Вот. Сейчас Оп. я ее в воду обратно. И ловить ее заново. Первая щука в жизни. Да, папа будет много говорить. Енткаден. Енткаден. Всё. Вот такой вот щуренок. Третья щука после обеда. Ну что, окончательно перестало клевать. Вот поделили наловленное, так сказать. У Димки получилась одна щука и 7 окуней. У нас с Полиной получилось 2 щуки, каждый по одному после обеда, и 16 окуней. Нам поступило предложение переночевать не где-то в палатке или в избушке, а у Димки в гостях. Поэтому остаемся там. Да, не будет хороших посиделок перед костром, не будет приготовленной жареной рыбы на костре. Ну, что-то теряем, что-то имеем. Тем более позвонил отец, посмотрел прогноз погоды, ночью ожидается 6 градусов, середина лета все-таки. Прям тепло-тепло. Поэтому в гостях будет все-таки теплее и уютнее. Выдвигаемся туда. Уже приготовились, сейчас будем выдвигаться. Сегодняшний день, ну, как-то так прошел. Отдохнули, порыбачили. Ехали сюда не за рыбой, а отдохнуть. Свозить Полину на первую летнюю рыбалку. Прям такую, которая продольная. Пару раз возил. На машине там вдоль деревни порыбачить, но это все равно не то. Здесь и щучек половили, и спиннингом научилась пользоваться. И хорошо провели время. Все, выдвигаемся. А что будет завтра, мы увидим. Завтра все равно будет рыбалочка. Вернемся в эти же места. Что поймаем, то наше. Все. До завтрашнего дня. Всем пока-пока. Пока-пока. До новых встреч.